Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. 5 сентября состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Главы государств вновь обсудили ситуацию в районе села Уйста, связанную с нарушением юго-осетино-грузинской границы и оборудованием незаконного блокпоста полиции Грузии. Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджимба за участие, отметив, что руководство Республики Абхазия и общественные организации Абхазии поддержали действия властей Республики Южная Осетия и осудили действия Грузии, нагнетающие напряженность в регионе. Рауль Хаджимба отметил, что Республика Абхазия всегда готова оказать поддержку братскому народу Южной Осетии. Он также выразил убежденность в необходимости разрешения сложившейся ситуации путем переговоров. Анатолий Бибилов подчеркнул, что несмотря на провокации политического руководства Грузии, Южная Осетия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности республики и сохранения стабильности в регионе. В продолжении темы сводный отряд пограничной службы КГБ Южной Осетии занял высоту села Уйста вблизи незаконного блокпоста грузинских силовиков, передает спутник Южная Осетия со ссылкой на заявление КГБ республики. Сообщается, что пограничная служба КГБ Южной Осетии по решению президента Анатолия Бибилова приступила к реализации очередного этапа гуманитарной операции в окрестностях села Уйста. С целью предупреждения провокаций грузинской стороны на участке юго-осетино-грузинской границы в районе Уйста 5 сентября сводная группа пограничной службы КГБ выдвинулась из Уйста в направлении высоты 944 метра. Заняла указанную отметку, восстановила государственный пограничный знак и подняла флаг Республики Южная Осетия на границе с Грузией, заявили в КГБ. Операция носит исключительно мирный характер, отметили в ведомстве. Напомним, что резкая эскалация напряженности на границе Южной Осетии и Грузии произошла 24 августа после того, как Грузия самовольно установила блокпост в непосредственной близости от осетинского населенного пункта и ввела в этот район силовые подразделения. 1 сентября под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом грузинские силовики открыли огонь в направлении Южной Осетии. Осетинская сторона на провокацию не реагировала и ответный огонь не открывала. Тем не менее, в результате применения огнестрельного оружия по сопредельной территории был создан опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия. К другим новостям. В Центре избиркоме Абхазии прошла встреча членов ЦИК. По итогам встречи ЦИК принял решение, согласно которому строка бюллетеней для голосования против всех считается как третий кандидат. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей от общего числа. Подробнее журналистов проинформировал председатель ЦИК Тамас Гогия. Мы, приходя к определенному соглашению в целях недопущения каких-то там сомнений, волнений, каких-то противостояний, приняли вот такое вот согласованное решение, подход к порядку определения победителя. Я еще раз повторяю, порядок очень простой, принцип простого большинства. Я надеюсь, его расшифровывать не надо, если надо, я объясняю, кто больше всех набрал, он и выиграл. Будет это против всех, значит против всех. Будет это первый кандидат, значит первый кандидат. Будет это второй кандидат, значит против. Складываний каких-то там или перекладываний, ничего такого не планируется. Но, опять же, я еще раз говорю, за это время законодатель, в случае гипотетически, я говорю, законодатель примет какую-то иную норму или норму, не соответствующую подхода, нашего подхода определения, мы обязаны выполнять норму закона, никак иначе. Несостоявшимися выборами считаются в случае, если кандидат против всех набрал большее число голосов по отношению. Кандидата нету против всех, я имею в виду параграф против всех. Вот. И ни один из кандидатов не набрал число голосов, превышающее другого кандидата. В случае, если явка не достигнет минимального порога, выборы не состоялись. В этом году в республике были открыты 3 новые школы. Школа в селе Тхина была построена с нуля. 2 остальных здания в Лыхны и Ачигваре были запущены в работу после капитальной реконструкции. В новых школах побывала Амелия Бисмарк.
Строительство новой школы в селе – не что иное, как шаг к продолжению жизни местного населения. В Абхазии в этом году учиться в новом здании получили возможность ученики 3 сел. Лариса Габуния устроилась работать учительницей в Тхинскую школу, когда ей было чуть больше 20 лет. Значительную часть этого времени Лариса Бадровна была директором учебного заведения. Открытие новой школы – важное событие в жизни педагога с полувековым стажем. Большая радость для наших детей, для наших учителей, которые долгие времена после войны наша школа сгорела, и мы в очень тяжелых условиях жили. Современное здание построено на историческом месте. Именно здесь располагалась первая школа в Тхине. Со дня ее открытия в этом году исполнится ровно 100 лет. Объект несколько раз реконструировался. В 1996 году в селе случилась беда. Среди ночи загорелась школа. Пламя уничтожило 2-й этаж, пострадала мебель, частично испорчены были и документы. Однако это не стало причиной для остановки учебного процесса. Уроки продолжались и после происшествия. Новая школа – это настоящий подарок для всего села, отмечает Лариса Габуния. Переходя сюда, нам очень, даже слов не находится, которые мы ощущаем. Здесь так светло, здесь так чисто, аккуратно, все классы большие, уютные, светлые. Строительство объекта началось в 2017 году и финансировалось за счет средств Российской инвестиционной программы. Проект был составлен с учетом требований современной системы образования. Здесь оборудовали кабинеты для углубленного изучения предметов. Теоретических уроков недостаточно, чтобы заинтересовать ребенка биологией, физикой и химией, отмечают преподаватели. Теперь у нас есть все необходимое для того, чтобы проводить качественно лабораторные работы и практические работы вот в этом кабинете. Раньше такой возможности не было. Я надеюсь, что детям очень понравится. Анастасии больше всего интересна математика. Изучая этот предмет в родной школе, у девочки есть возможность получить качественные и современные знания в данной области. Мой папа тоже очень любит математику, мне она тоже подходит. В этом году с облегчением вздохнули и родители, ведь теперь их дети смогут заниматься в тепле и уюте. Отпала и проблема отопления классов. Новая система позволит обойтись без старых дровяных печей и постоянного дыма, к которому за долгие годы уже привыкли ученики. В этом году тхинские школьники особенно ждали сентября, рассказывает молодая мама Сабина Гулия. Спрашивали, мы сегодня спать будем, проснемся сразу в школу. Я говорю, конечно, сразу в школу. И также проснулись, дети утром радостные, с хорошим настроением. В школу пришли, увидели школу, вообще радовались, бегали тут, праздник устроили. Класс для занятий по труду представляет особую радость для школьников. Здесь есть все необходимое для интересного и полезного времяпрепровождения. Новенькие швейные машины ждут своих мастериц. У Сабины Гулия 3 сына. Старший увлекается рисованием и лепкой. Девушка уверена, что теперь ее ребенок сможет раскрыть свой потенциал, не покидая родное село. Пластилином он всякие фигуры делает, всяких животных. Краску тоже он неплохо рисует, так что я думаю, он будет рад за этот кабинет, который ему устроили. Пройдя через все тяготы жизни, коллектив Тхинской школы теперь может гордиться своей историей. Жители другого села Чимчирского района также могут поведать поразительную историю о стойкости духа и великом терпении. После Отечественной войны народа Абхазии здание Очегварской школы перестало быть пригодным для организации учебного процесса. Однако местные учителя не отчаялись и продолжили преподавание. Школу разбили на 2 частных дома. Более 24 лет ученики ютились в тесных помещениях, никак не подходящих для организации занятий. Небольшая комната в частном доме, площадью буквально в 25 квадратных метров. Сложно поверить, что еще в прошлом году здесь располагался полноценный класс. Кроме того, многие из очегварских учеников запомнят эти стены как единственную память о школе. Здесь все сохранилось в прежнем виде. Однако парты сейчас стоят в неправильном порядке, нет освещения, но на стене висит своеобразный график дежурств. В этом году и в Очегваре была открыта новая школа. Ее строительство финансировалось за счет средств государственного бюджета при поддержке датской международной организации. Преподаватели и ученики уже переместились в здание. Теперь остается только привыкнуть к новым условиям, говорит педагог начальных классов Нино Габлая. Это мы в сказке. Мы через класс ходили. У нас не было таких условий, чтобы в классе отдельно, да? Через класс переходили, и другой класс там был. Дома, вы знаете, как собственные дома, как обычно бывает. Просторная школа теперь может вместить всех желающих учиться в ее стенах. Кроме местных ребят, на занятия в Очегвару теперь приезжают дети из соседних сел. Школу возобновили, ремонт сделали, и 2 числа мы открыли нашу школу. Присоединилось село Шешелецкие дети,
и составляет уже 107 человек. Здесь уже можно нормально работать, вести учебный процесс в нормальном русле. И вообще очень рады все учителя. Село Лыхны богато историей. Первое учебное заведение здесь было открыто около 150 лет назад. Школа образца советской постройки была возведена в самом центре Лыхны в 1981 году. Минувшим летом была окончена реконструкция старого здания, и ученики вместе со своими педагогами переступили порог совершенно обновленной школы. Село, конечно, имеет большое значение для всей Абхазии. И вот такое обветшалое здание, конечно, это не красило. Пока ремонт капитально шел, мы находились в здании администрации. Нас это немножко, нас радовало то, что в конце будет завершен ремонт, и что мы придем в уютные, красивые, просторные классы. И те неудобства, которые были там, мы это не замечали, потому что знали, что впереди нас ждет большая радость. И эта радость свершилась в этом году. Данный объект в селе Лыхны был реконструирован за счет российской финансовой помощи. Проект школы выполнен в соответствии с европейскими стандартами. Учебный процесс здесь организован по принципу кабинетной системы. По каждому предмету кабинеты должны быть оснащены. И дети не только, учителя, вернее, не только работают мел и доска, а чтобы была наглядность, чтобы был видеоматериал, чтобы дети со временем шагали вперед, и учитель мог дать и современную информацию. Здесь есть два спортивных зала. Один из них предназначен для учеников начальных классов. Актовый зал вмещает порядка 180 человек. Внутренний дворик с экзотическим цветником в самом центре не может не радовать глаз. Фасад учебного заведения выкрашен яркими цветами. По этому поводу в обществе высказываются неоднозначные мнения. Однако невозможно не заметить, как довольны ученики. Наша школа даже очень веселая. Эти цвета, они очень гармоничные, поднимают настроение. Справедливо отметить, что сельские школьники заслуживают внимания. Большинство из них показывают хорошую успеваемость, отлично проявляют себя в спорте и занимаются творчеством. Они демонстрируют современному миру свою воспитанность, терпение и трудолюбие. Это именно те качества, дефицит которых все более явно ощущается в обществе с каждым годом. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. Сегодня в адрес спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварча поступило благодарственное письмо от председателя Международного славянского совета, профессора и большого друга Абхазии Сергея Бабурина. Искренне благодарю вас за традиционное абхазское гостеприимство и помощь в организации нашей работы, оказанной мне и другим международным наблюдателям в период проведения выборов президента Республики Абхазия 25 августа 2019 года. Выборы прошли с соблюдением всех необходимых для их международного признания стандартов и процедур. Они показали, что по уровню демократичности и легитимности Абхазия может дать фору большинству европейских государств, что избиратели ответственно относятся к своей роли в определении политического будущего республики. А политики, состязающиеся на выборах, уважают волю земляков и высоко ценят народное единство перед лицом внешних угроз, говорится в письме. Со следующего месяца в Абхазии начнется сезонная вакцинация населения от гриппа препаратом нового поколения Гриппол Квадривалент. Данная вакцина борется одновременно с 4 штаммами гриппа и не имеет никаких побочных реакций. Подробности расскажет Алиса Шамба. Гриппол Квадривалент – вакцина высокого уровня, сделана по современным технологиям и не содержит консервантов. Данная вакцина рекомендована взрослым и детям от 6 месяцев. Гриппол не имеет побочных реакций и абсолютно гипоаллергенен. Противопоказан только тем, у кого острые лихорадочные состояния и аллергия на куриный белок. Вакцина чаще всего применяется иммунонезащищенным группам населения. Да? Это возрастная группа лиц после 60 лет, это иммунонезащищенные лица, у которых иммунитет очень слабый, то есть это те люди, которые болеют болезнями обмена веществ, это сахарный диабет, это заболевания щитовидной железы. Те, кто чаще всего болеют острыми респираторными заболеваниями, у тех, у кого очень частые простуды, вот
Это первые группы лиц. Ну, естественно, конечно, в первую очередь будут привиты медицинские работники. Почему? Потому что они должны быть 24 часа на службе здоровья нашего населения. Вот. И, естественно, конечно, мы будем рекомендовать прививаться беременным женщинам, потому что грипп дает очень серьезные осложнения. В прошлом году Минздравом Абхазии было закуплено 100 доз гриппозной 4-валентной вакцины. Тогда же ее протестировали в Абхазии. Апробирована вакцина была на сотрудниках санэпидемстанции. В результате никаких отрицательных реакций не было выявлено. Раньше медики Абхазии использовали 3-компонентную вакцину. В этом году Минздрав республики планирует закупить оба препарата. Естественно, в полном объеме 4-валентной вакцины мы не приобретем. Мы приобретем 3-валентные и 4-компонентный. Какой-то объем вакцин пойдет вот гриппол квадривалент. Потому что, естественно, цена данной вакцины на порядок выше, чем 3-компонентная. Каждый год ВОЗ определяет штаммы, которые будут превалировать в сезонах. И на основании этого ежегодно разрабатывается новый состав сезонных вакцин. Таким образом, если в прошлом году в нашей стране фиксировались вспышки так называемого свиного гриппа, благодаря своевременной вакцинации в этом году случаи заболевания свиным гриппом уменьшатся, так как у привитых граждан выработался иммунитет к этому вирусу. Штаммы этого года будут Брисбен H1N1, скажем так, Канзас H3N2, это типы гриппа А, Колорадо и Пхукет, это тип гриппа Б. Именно эти штаммы будут превалировать в сезоне этого года. Вакцинация в нашей стране бесплатная. Все желающие смогут привиться в поликлиниках по месту жительства. Также при санитарно-эпидемиологической станции открылся новый медицинский кабинет для вакцинации взрослого населения. В интервью нашему каналу Людмила Скорик рассказала, что в скором времени Министерством здравоохранения в Абхазию будут завезены еще 2 усовершенствованные вакцины нового поколения против коклюша и полиомиелита для детей. 2 вакцины для детей, которые будут менее аллергичны, вообще не давать никаких осложнений, никаких противопоказаний. Это перевод вакцин от коклюша и от полиомиелита на бесклеточную форму. То есть эта вакцина не будет давать вот такой аллергической реакции, как давала предыдущая вакцина. То есть это опять переход на более высокий, новый, современный уровень. Прививка от гриппа – это средство, которое помогает запустить собственные защитные силы организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его ко встрече с вирусом. Чтобы оградить себя и своих детей от вирусов гриппа и осложнений перенесенной болезни, по мнению специалистов, ежегодно в осенне-зимний период необходимо делать противогриппозную вакцину. Алиса Шамба, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в Гудаутском районе завершаются работы по прокладке главной водопроводной трубы, которая будет обеспечивать питьевой водой села Уланрхуа, Абгархук, Джурхуа, Рюндрепч, Мгудзурхуа. Наши корреспонденты побывали на водозаборе у реки Хыпста. Алика Трапш продолжит тему. Практически во всех селах Гудаутского района есть проблемы с водоснабжением. Местные жители вынуждены покупать питьевую воду или набирать с колодцев. Только у немногих проведены трубы к домам. Но в скором времени проблема с водоснабжением в селах Уланрхуа, Абгархук, Джурхуа, Рюндрепч и Мгудзурхуа будет решена. От главного водозабора на реке Хыпста строители проложили стальную трубу протяженностью 7,5 километров до села Дурипш, чтобы обеспечить водой 5 сел Гудаутского района, а также и сам город Гудаута. Уже от села Дурипш до 6-тысячного резервуара в городе Гудаута прокладывается пластиковая водопроводная труба протяженностью 14,5 километров. На сегодняшний день уже проложено 12 километров. Работы по прокладке водопроводных труб осуществляются в рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2017-2019 годы. Сметная стоимость работ составляет 108 миллионов рублей. Работы осуществляет строительная фирма «Астория Аквасервис». Во время прокладки стального водопровода строители столкнулись со множеством проблем. Основной участок магистрали вот этой от водозабора до села Дурипш, стальной трубы вот этой вот, проходит по очень сложному рельефу.
Тут скальный грунт. Буквально приходилось пошагово. В день не более 200-300 метров проходили, потому что надо было рыхлить. И буквально в полном смысле этого слова врезаться надо было в скалу. Так как та труба, которая первоначально была здесь уложена, она занимает тоже часть дороги. Если рядом с ней положить было трубу новую, то практически дорога перекрывалась. И технике большегрузной проехать было невозможно. И задержки были из-за этого в основном. Стальная водопроводная труба проходит через высокогорную местность. Во время непогоды здесь нередки случаи исхода сели, и есть большая опасность, что она может повредить проложенную трубу. Поэтому на особо опасном участке протяженностью в 1,5 километра вдоль реки будет построена защитная дамба, а саму реку вернут в прежнее русло. Это в проект не входило. Российская сторона пошла навстречу, убедилась в необходимости выполнения данных работ, и была составлена смета, пройдена была экспертиза. На днях буквально сюда будет завезена большегрузная техника, большие экскаваторы, потому что обычными маленькими экскаваторами здесь абсолютно ничего невозможно сделать. О надеждах и чаяниях жителей сел Гудаутского района о бесперебойном водоснабжении не понаслышке знает депутат городского собрания Муса Тания. У всех какие-то надежды есть, что вода в каждом доме, в каждом очаге, что это будет. Но раньше, конечно, на сегодняшний день тоже у кого воды нету, это очень тяжело. Где дети, особенно многодетные, где семья вот так, в основном, надежда есть, что вода будет. Все работы по прокладке главного водопровода от водозабора на реке Хопста до Гудауты будут завершены до конца текущего года, а уже после будут разведены пластиковые трубы к домам сельчан. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Согласно жеребьевке Центра избиркома Абхазии, бесплатное эфирное время на нашем телеканале сегодня предоставляется кандидату в президенты Раулю Хаджимба. В 21 час смотрите интервью кандидата, а также документальный фильм. Напоминаем, что у кандидатов ровно 60 минут эфирного времени. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.